Новости, музыка, информация. Сегодня без этого невозможно представить нашу жизнь. Наряду с самыми современными мультимедийными технологиями, безусловно, самым востребованным остается радио. Сегодня, в профессиональный праздник День радио, мы пришли поздравить своих коллег. Говорит Якутск. Эта привычная музыкальная заставка стала визитной карточкой якутского радио. Сегодня радио Якутии слушают во всех населенных пунктах республики. За ее пределами, а с началом спутникового вещания и через интернет, якутское радио стало доступно практически во всем мире, что стирает границы для регионального радиоканала. Осенью 2011 года заработал новый аппаратно-студийный комплекс национальной вещательной компании «Саха». 2012 год стал переломным. Республиканское радио полностью перешло на цифровые технологии и на новый формат вещания. Сегодня мы пришли в гости к нашим коллегам и узнать, как готовятся радионовости. Обновленный формат вещания сохранил основное направление – информационно-музыкальное. Сегодня новости выходят 12 раз в сутки на русском и якутском языках, а также ежедневный выпуск «Тема дня». Кроме этого, итоговый выпуск подробности в субботу и воскресенье. Только что я записала комментарий от Министерства промышленности, да, о добыче первой нефти на Ченединском месторождении. Вот прочитали буквально в ведомостях, да, и сейчас же вот взяли комментарий. Да, вот для нас вот это очень важно, оперативность подачи информации. Ну, кроме того, все-таки День радио – это в первую очередь это связь и технологии, да, и для нас очень важно тоже осваивать новые технологии, потому что от этого наша конкурентоспособность, чтобы нас слушали, чтобы нам верили, доверяли. И в первую очередь, конечно, если раньше мы делились конкретно на газетчиков, там, на телерадиожурналистов, то сейчас, мне кажется, информационник в первую очередь, да, должен быть человеком универсальным. Да? То есть не только уметь писать, не только уметь говорить, но и значит, вести блоги, фотографировать, снимать видео, все это монтировать, все это выкладывать. Да? Поэтому мы все это активно осваиваем. И думаю, что расхожая фраза, когда говорили о том, что кто владеет информацией, тот владеет миром, сейчас как никогда актуальна, потому что напрямую от количества просмотров, от количества прослушек зависит конкурентоспособность издания телерадиокомпаний. А сами радионовости готовятся так. Сначала просматривается почта, просматриваются новостные сайты, собирается информация из всех источников. А затем, вооружившись блокнотом и диктофоном, журналист идет на задание. Привычный магнитофон на плече давно сменил цифровой диктофон. Радио Саха. Мин төрөбит дойдум Саха сире. Истер долгунум Саха арадиата. Сононустагат студияга Оксана Устинова. Гидромет ихидиндерернен 9 частагы тургунан өлөнөр үсмугун алын кирбите Хангала слугун Покровской куратыркалла. Утахама 690 см, Жукускайга дере 10 км халла. Мус юха кирбите өйден нехлегенанан бутанды густар, сутка хигер мус 4 км ухунна. Бүгін радио күнебелетенер. Тыгынчағы 195 сыллаққа бүгін нучча физик Александр Попов радио хебе сеансын көндірбіді. Амбастан бұдатыны СССР-ска тыгынчы 945 сыллаққа белетәбіттері, үтеугіз бұғытынан тыгынчы 945 сыллақтанары белетенер болбыда. Бұ кемген саха көндірер хетінер компания жетін тағығар тұрар Советский Союз героя, журналист Николай Кондаковский вергер тыынақ себекке жүрбетін ұру серия тома ұтылар. В процессе подготовки к выходу в эфир большое внимание уделяется звуковым эффектам. И здесь главным становится звукорежиссер. Вот за этим пультом с помощью компьютерных программ разрабатываются так называемые звуковые картинки. Отметим, что с 2008 года радио НВК «Саха» тесно сотрудничает с казанской студией «Седьмое небо». И благодаря им готовятся джинглы, слоганы и другие эффекты, которые так украшают радиоэфир. Сейчас у нас в государственном радио работает 34 человека. Ну, это редакторы, режиссеры и как бы выпускающие редакторы. Помимо этого у нас есть технические работники, тоже почти 10 человек. В основном редакции радиовещания, дирекции радиовещания сейчас работает 34 человека. Перед нами стоит задача сделать наше радио интересным для современного радиослушателя, также должно быть доступным везде.
Мы в будущем хотим, чтобы наши радиослушатели по республике нас слушали круглосуточно. Хотим создать приложение для телефонов. Мы есть энтузиасты, мы весь в интернете, поэтому кто далеко от своей родины, от Якутии, у них есть возможность нас слушать по интернету. Наступившим праздником поздравляем всех коллег, работников связи и, главное, наших ветеранов. Вот таким мы увидели один день из жизни наших коллег, работников дирекции радиовещания Национальной вещательной компании «Саха». Всех с праздником, с Днем Радио! Голос родной земли.